Слово для приветствия предоставляется статс-секретарю, заместителю министра образования и науки Российской Федерации Павлу Станиславовичу Зиньковичу. Уважаемый Александр Сергеевич, добрый день, уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги. От имени Министерства просвещения хотел бы вас всех приветствовать на нашем уже ставшем традиционном совещании, которое сейчас проходит по всей стране, августовских совещаниях педагогов, посвященных подготовке к новому учебному году, с наступлением которого я вас тоже от всей души поздравляю. Такие форматы для нас, для всех очень важны. Они важны не только для того, чтобы, подвести, черту под завершением процесса подготовки, обменяться планами на новый учебный год, сверить часы между муниципальным уровнем субъекта, сверить часы между вами и, федеральным центром, но и также договориться о тех модальностях взаимодействия и, о том, как мы будем решать те задачи, которые ставит перед нами президент страны, которые перед нами ставит руководство и, чтобы прямо говорить, и сама жизнь. Хотел бы напомнить, что в этом году, наша встреча имеет особую важность. Как вы знаете, буквально недавно, в мае 2018 года, президент издал новый указ о стратегическом развитии, стратегических целях развития нашей страны, в котором образованию посвящено, много места, очень большой блок. Это не значит, что мы с вами должны забыть о необходимости продолжать удерживать те высоты, которые мы достигли, те задачи, которые мы решили по майскому указу 2012 года. Мы с вами должны продолжать удерживать, еще раз подчеркну, те высоты и двигаться, к решению новых задач, которые президентом в этом указе подробно обозначены. Как вы знаете, сейчас идет активная работа над национальным проектом образования, национальным проектом, в котором будет фактически расписана дорожная карта достижения тех целей, обозначенных президентом. Мы рассчитываем, что в ближайшие, даже недели, дни мы приступим, завершив, федеральную рамку этого национального проекта, приступим к взаимодействию, в том числе с вами, по конкретно, региональным проектам, в рамках региональных проектов, в рамках национального проекта. Как вы знаете, в рамках национального проекта будет целый ряд федеральных проектов, посвященных конкретным задачам. Это и дополнительное образование, и дошкольное образование, и школы, и воспитание, и прочее. И надеюсь, что сегодня, в течение дня в различных форматах мы еще с вами подробнее поговорим об этом. Я хочу сказать, что, говоря о взаимодействии с нашими коллегами в Республике Саха, с вами, мы с оптимизмом смотрим на то, что мы, эти задачи решим и добьемся поставленных целей, потому что здесь, в Республике Саха-Якутия, работает очень профессиональная команда по управлению сферой образования. В республике, большое значение уделяется образованию, несмотря на то, что вы очень богаты природными ресурсами. Видно, что самым главным своим бриллиантом вы считаете наших детей, наших людей. И даже сегодня, беседуя с Александром Сергеевичем и с моими коллегами, видно, что образование остается в числе главных приоритетов. Это очень важно. Вы участвуете во всех проектах, передовых, во всех инновационных проектах, которые есть в этой сфере, вкладываете большие усилия в развитие международного сотрудничества. Примером тому стали недавние международные интеллектуальные игры. И мы уверены, что с такой командой, работающей здесь, мы добьемся в том числе больших, целей, тех амбициозных целей, которые поставил перед нами президент, и сделаем действительно образование, как и во всей нашей стране большой, так и в Республике Саха, основой для роста и процветания наших людей. Спасибо большое. Слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Саха-Якутия Александр Сергеевич Николаев. Өтө көнөн тактабуллах өддүк муньок каттылахтара Сахайрин үран салатын үлехеттере. Добрый день,
уважаемые участники совещания, уважаемые педагоги республики. Во-первых, всех поздравляю с Днем Российского флага, с государственным праздником нашей страны. И, конечно же, спасибо. И, конечно же, очень символично, что сегодня именно мы в преддверии нового учебного года в традиционном разговоре об образовании встречаемся. И в этом разговоре впервые, наверное, участвуют не только педагоги, но и деятели науки, культуры, представители бизнеса, органов федеральной, республиканской, муниципальной власти и родительского сообщества. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цели, которые определяют судьбу нашей державы на многие десятилетия вперед. Президент сказал, позиция государства в современном мире определяется не только и не сколько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. Для этого в первую очередь, конечно же, должна меняться сфера, в самой большей степени ответственная за развитие человеческого капитала. Это сфера образования. Цена инерции, нежелание выйти из зоны комфорта, цена бездействия здесь очень высока. Поэтому сейчас очень важно общественное обсуждение судьбоносных для всех нас вопросов. Каким быть современному образованию в нашей республике? Какие шаги необходимы, чтобы образование стало настоящим трамплином для успеха каждого из якутян? Ответы мы можем найти только вместе. И только вместе сможем сделать смелые шаги к успеху. Быстро меняющийся мир ставит нас перед очень серьезными вызовами. Цифровая трансформация экономики и жизни общества стали уже необратимой реальностью. Новые виды труда быстро вытесняют привычные профессии. Экономический успех все больше определяется развитием интеллектуальных, творческих отраслей. Сегодня мы формируем новую экономику Якутии, способную кардинальным образом улучшить качество жизни в республике и дать возможность каждому из якутян быть успешным в бизнесе, производстве или творчестве. Главной движущей силой здесь, безусловно, будут знания и компетенции, и энергия каждого человека. Убежден, что образование надо рассматривать как один из ключевых инвестиционных сегментов, определяющих рост экономики, а значит качество жизни людей. А позитивные перемены в сфере образования как главное условие развития человеческого капитала. Только при таком подходе мы сумеем реализовать колоссальный потенциал республики, сумеем сделать жизнь якутян счастливой и благополучной, внесем свой вклад в развитие всей нашей России. Но возможно ли это, если возлагать ответственность только на образовательные учреждения и только на педагогов? Однозначно нет. На мой взгляд, сегодня наша главная цель – создание такой общественной среды, чтобы каждый ребенок буквально с рождения впитывал нравственные ценности, высокую культуру и знания, получал все возможности для самореализации. У нас для этого есть твердый фундамент. Республика во главе с первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым первой в свое время объявила развитие человека и его творческого потенциала стратегической задачей. Сегодня Якутия является примером сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, литературы и искусства, многообразия жизненного уклада народов. Все это, а также новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды, достаток и благополучие каждой семьи должно работать на воспитание всех молодых якутян, независимо от места проживания или социального положения. Для этого надо прийти к общественному согласию по принципиально важным вопросам. В первую очередь, создание условий для воспитания, качественного образования молодого поколения должно стать неотъемлемой частью не только государственных, но и муниципальных, отраслевых и корпоративных стратегий, чтобы каждое сообщество четко видело свой интерес, результат своего вклада в развитие образования, его инфраструктуры и содержания. Необходимо признать важнейшей целью образования духовный рост молодых якутян, воспитание в них патриотизма и гражданственности. Образование ребенка – это особая миссия и ответственность семьи и родителей. Каждая семья должна быть твердо убеждена в этом, создавая все условия для развития детей. В условиях нашей республики остро стоит вопрос преодоления географического неравенства в доступе детей, молодежи к новым знаниям, ценностям культуры и достижениям науки. Своего развития требует система непрерывного образования, чтобы все якутяне, независимо от возраста и рода занятий, могли учиться и получать новые компетенции.
а значит и новые возможности для своего активного участия в экономическом и социальном развитии Якутии. Нам надо объединять усилия и ресурсы общества, бизнеса, науки и власти. Все мы должны стать партнерами, союзниками в создании современной образовательной среды, настроенной на формирование нового качества человеческого капитала Якутии. Перестраивать образование, конечно же, дорогие друзья, предстоит, начиная с детского сада. Ключевая задача здесь – вместе с родителями укреплять неразрывную связь детей с духовными корнями, культурой народа, семьи, заботиться об их нравственном и физическом здоровье, создавать условия для расширения кругозора. Все это должно быть доступно каждому ребенку. За последние годы с участием частного бизнеса удалось сделать многое, и сегодня практически обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Работа в этом направлении будет продолжена. Поставлена задача обеспечения детскими яслями детей до 3 лет. Задача очень серьезная. Речь идет о создании в республике свыше 11 тысяч новых мест в детских садах. Несмотря на сложности и затраты, нам нужно проектировать и строить современные детские сады, хорошо оснащенные, со всеми условиями для раннего развития и оздоровления детей, для организации здорового питания из экологически чистых наших местных продуктов. Качественно новые задачи стоят сегодня и перед школой. Это приобщение детей к научному познанию, формирование высокого интеллекта, умение ориентироваться в информационных потоках. Инициативность, высокая мотивация и общественная активность – все это должно быть в основе подготовки детей к жизненной и профессиональной конкуренции. Повысить до такого уровня стандарт образования и в городской, и в сельской школе – это наша с вами главная задача. Мне, на самом деле, очень повезло в жизни, как и, наверное, и всем выпускникам Верхнеолюдской физмат-школы. Мы учились в уникальной школе, которую основал народный учитель Советского Союза Михаил Андреевич Алексеев. Он вывел новую формулу успеха якутян, доказал, что мы способны и должны работать в наукоемких отраслях. Он смог в сельской глубинке создать школу будущего, опередив на десятилетия эволюцию в целом школьного образования нашей страны. Это ярчайший пример роли учителя в трансформации сознания целого поколения якутян. Уважаемые друзья, возможно, то, что я сейчас говорю, покажется идущим вразрез с насущными проблемами, но в первую очередь, конечно же, связано с нехваткой и слабой оснащенностью наших школ, учреждений дополнительного образования, их переполненностью. Сегодня у нас, к сожалению, из 652 школ более половины еще размещены в деревянных зданиях, полностью благоустроены лишь 45% школ, а 59 школьных зданий находятся в аварийном состоянии. Потребность для перехода на односменное обучение составляет порядка 60 тысяч новых школьных мест. В Якутске, к примеру, нормативная наполняемость классов превышена в 1,5 раза. Сейчас в городе в рамках государственно-частного партнерства строятся сразу 4 крупные школы, 5 крупных детских садов. Будем и дальше поддерживать набранные темпы развития образовательной инфраструктуры Якутска, в том числе и через механизмы государственно-частного партнерства. Считаю важным сейчас принять самые реалистичные планы развития школьной инфраструктуры республики. От того, что мы с вами примем формальную дорожную карту, не обеспеченную реальными ресурсами, больше школ строиться не будет. Правительству необходимо здесь просчитать и утвердить контрольные цифры ежегодного ввода школ, обязательные для реализации, и, безусловно, их выполнять. Еще одним приоритетом должно стать формирование цифровой инфраструктуры образования. Сейчас к интернету подключены почти все школы республики, за исключением 11 из них. Вместе с тем, только в 3 из них скорость интернета соответствует потребностям современного образования. Интернет с высокой скоростью, внедрение в образовательный процесс цифровых учебно-методических комплексов, обучающих игр, развитие IT-компетенций у детей – это задачи первоочередной необходимости. Возможности для этого у нас есть, и они будут еще больше. Надо без проволочек использовать их, не ограничиваясь ведомственным подходом, смело вовлекая IT-сообщество, институты развития и бизнес. Надо масштабировать по всей республике опыт создания IT-школ. Так, сейчас уже в 3 столичных школах будет запускаться программа IT-школы Алексея Ларионова. В следующем году она должна быть введена уже в 30 школах, и в этом направлении надо идти и дальше. Участвовать в федеральных проектах, таких как образовательные проекты фонда Сколково, ускорить открытие специализированного IT-лицея.
Высокие технологии откроют возможности для расширения международного сотрудничества, в том числе путем развития таких проектов республики, как международные интеллектуальные игры, создание сети ассоциированных школ по всему миру. Мы должны быть максимально открыты для привлечения лучших мировых практик для работы с нашими талантливыми детьми. Особое внимание необходимо обратить на обновление технологического образования. Это создание современных мастерских в школах, учреждениях дополнительного образования и их оснащение. Открытие детских технопарков, кванториумов, политехнических и профильных классов в школах. Здесь важно участие предприятий, действующих на территории республики и заинтересованных в формировании кадрового резерва из местного населения. Примеры в республике уже есть. В Ленске школа номер 1 уже 3-й год набирает профильные Роснефть классы. В прошлом году такой класс открыт в Мирном. 1 сентября открывается базовая кафедра компании «Тасюряхнефтегаз-Добыча» в Политехническом институте Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова в городе Мирном. Такие инициативы компании должны быть всецело поддержаны. Нужен специальный целевой проект, интегрированный с программой подготовки местных кадров для промышленности. При этом, коллеги, хотел бы подчеркнуть, что развитие технологического образования не должно быть ориентировано лишь на индустриальные отрасли. Например, обновление должно затронуть и наши агрошколы, чтобы уже отсюда началась подготовка кадров для технологического перевооружения нашей аграрной отрасли. В 2013 году республика вступила в движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Наша сборная 6 раз уже участвовала в финале национального чемпионата профессионального мастерства. Мы в 2016 году были 12-ми, в прошлом году были 10-ми, в этом году заняли 20-е место. Конечно, это отступление можно объяснить и объективными причинами, но это яркий показатель, насколько у нас в стране выросла конкуренция, как быстро растет уровень подготовки рабочих специальностей в регионах России. Якутии нужна своя новая рабочая элита. Это задача системы среднего профессионального образования. Она должна стать прикладной, отвечать запросам экономики и рынка труда. Модернизация материально-технической базы, как колледжей, техникумов, готовящих кадров для промышленности, включена в план социального развития центров экономического роста Якутии. Поддержку должны получить проекты корпораций по созданию колледжей с современной инфраструктурой на принципах государственно-частного партнерства. Думаю, что такие компании, как «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Колмар», другие, действующие в республике, могут стать надежными партнерами в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для Якутии. На базе колледжей, вузов, крупных предприятий надо создавать центры для обучения, переподготовки взрослых людей. Сегодня востребованы предпринимательские навыки, IT-компетенции, специальности, связанные с автоматизированным производством. Перемены, конечно же, нужны и в высшей школе. И уверен, что возглавит эти преобразования флагман всего нашего высшего образования Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Интеллектуальный капитал вузов, так же как и капитал фундаментальной прикладной науки Якутии, должен быть более тесно связан с общим и средним профессиональным образованием. Проводниками этого капитала станут создаваемые центры интеллектуального образования международного уровня, такие, например, как Малая академия наук, которая сейчас строится в Актемско-Хангаласской области, или Международная арктическая школа, которая сейчас строится в городе Якутске. На их базе будет развиваться сеть школьных научно-образовательных центров, в том числе с использованием дистанционных и других цифровых технологий. Главное, чтобы все это было доступно не только в столице и в городах, а чтобы все дети в республике, в отдаленных районах, малокомплектных школах были вовлечены в их деятельность. Только тогда инвестиции, вложенные в создание таких центров, будут оправданы и действительно станут работать на будущее всей Якутии. Дорогие друзья, перемены в образовании и воспитании не могут произойти без главного участника, двигателя всех преобразований, не могут проходить без педагога. Общество ждет от педагога высоких универсальных компетенций, умения работы с цифровыми образовательными ресурсами, умения мотивировать учащихся. Поэтому с еще большим вниманием, чем к инвестициям в инфраструктуру образования, мы должны относиться к инвестициям в педагога. У каждого из них должна быть индивидуальная программа профессионального роста, должна быть свобода выбора способов получения необходимых компетенций. Нужно не замыкаться на тех возможностях, которые предоставляет собственная система переподготовки. Возможно, есть уже смысл в новых механизмах финансирования повышения квалификации, например, введение системы персональных сертификатов, которые педагог мог бы реализовать в лучших образовательных центрах страны, в том числе и дистанционно.
Особого внимания требует формирование управленческих команд и менеджмента образования. Их целью должна быть не только успешная управляемость повседневной деятельностью учреждений, но в первую очередь разработка и реализация уникальных программ каждой образовательной организации, нацеленной на конкретный результат. Говоря о результативности, нельзя обойти вопросы персональной оценки эффективности управления. Нужны четкие и ясные, а не формальные критерии оценки. Необходимо внедрять систему ключевых показателей эффективности каждого из руководителей образовательных учреждений республики. Их материальное стимулирование должно конкретно зависеть от качественных результатов отрасли и образовательной организации. Форматы управления для повышения эффективности могут быть самые разные. Это и кластеры, включающие в себя организации разных ступеней образования, это и территориальные образовательные комплексы. Главное, чтобы в каждом населенном пункте нашей республики вокруг учреждения образования создавалось широкое поле для интеллектуального, творческого, физического развития наших детей. Дорогие друзья, колоссальная территория Якутии, различия в уровне социально-экономического развития муниципальных образований, особенности условий жизни людей в арктической зоне, в наших отдаленных улусах, все это не должно стать препятствием для того, чтобы мы ставили и решали самые амбициозные задачи в сфере образования. Наоборот, это стимул, чтобы искать и воплощать в жизнь новые формы обучения и воспитания наших детей, черпая источники современных знаний и умений в многообразии нашей Якутии. Необходимо объединить все ступени образования едиными задачами, принципами и приоритетами. Совершенствовать республиканское законодательство для укрепления правовой базы комплексного развития общего дополнительного профессионального образования республики. Надо усиливать практическую интеграцию образования с экономикой, наукой и культурой. Театры, музеи, библиотеки, спортивные объекты должны быть открыты для детей и молодежи, должны стать частью единой среды их воспитания и обучения. Задачи в сфере образования будут решаться в рамках реализации майского указа президента нашей страны за номером 204, который определил национальные цели и стратегические задачи развития страны. Обеспечение равного доступа всех якутян к качественному образованию станет важнейшим приоритетом территориального развития республики. Уважаемые друзья, якутяне, наша жизнь быстро меняется. Мы все должны быть готовы к этим переменам, должны иметь возможность высказывать свое мнение и участвовать в выработке стратегических важных решений. Для этого сейчас проводится целая серия дискуссионных площадок по самым различным темам развития республики. На каждой из этих площадок высказываются конкретные предложения и проекты, которые потом войдут в обновленную стратегию развития нашей республики. В рамках мероприятия августовского совещания я также жду предложения от вас, уважаемые коллеги. В конце сентября планируется подписать указ по дальнейшему развитию системы образования Республики Саха-Якутия, и поэтому прошу правительство, Министерство образования аккумулировать все предложения, которые сейчас поступают от граждан, общественных объединений, учреждений образования, муниципалитетов для учета при принятии окончательного решения. Это решение должны сделать образование настоящим драйвером обновления, позитивных перемен в жизни республики и всех якутян. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех с наступающим Днем Знаний, с днем 1 сентября. Это замечательный праздник, настоящий народный праздник, который, конечно же, важен для каждого из нас без исключения. Уверен, что этот день станет отправной точкой для новых достижений. Желаю вам всем здоровья и благополучия, упорства в решении поставленных задач и, конечно, успехов в новом учебном году. Спасибо за внимание. Указ главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области образования и воспитания подрастающего